Всем добрый день! Вы на канале Движение за независимость Саха. И у нас сегодня очередные новости за прошедшую неделю. Начну я сегодня с довольно тревожной новости, которая на этой неделе пришла от уполномоченного по правам человека Сарданы Гурьевой. В регионе в нашем, в Республике Саха, растет число людей с психическими расстройствами. На диспансерном учете состоит почти 11 тысяч человек. Якутский диспансер, который рассчитан на 250 коек, загружен почти в 2 раза. Там сейчас находится 500 человек. Парламентарии не знакомы с проблемой, они поручили правительству проработать предложение по данному вопросу. Я хочу в связи с этой новостью сказать о том, что вообще вся страна большая психиатрическая клиника. Сейчас практически нет, наверное, в России нет ни одного человека, который бы не страдал той или иной формой депрессии. Который бы не страдал депрессией, у всех она, наверное, по-разному выявляется. Да? У кого-то сильно выражена, у кого-то не так ярко она выражена. Нормальными, скорее всего, остается малое количество людей, психически нормальными. Да? Это те люди, которые трезво мыслят, которые все понимают и спасают свое психическое здоровье тем, что они ушли во внутреннюю миграцию. И не смотрят телевизор, и не слушают российских пропагандистов. Вот эти люди пока еще, видимо, остаются нормальными. Все остальные, простите меня, всем остальным нужна конкретная психиатрическая помощь. Понятно, почему это происходит. 4 года идет война с Украиной. 4 года люди борются со стрессом. Это долговременный, длительный стресс. Когда наши мужчины боятся получить повестку. Когда тоже большой стресс, когда мужчина идет на войну, потому что у него просто нет денег кормить свою семью. И полная неопределенность, полное непонимание, что с ним, с мужчиной и с его семьей будет в будущем. Психические расстройства, скорее всего, наблюдаются у женщин, которые потеряли своих мужей на этой войне. И все это связано с войной, которую Россия развязала против соседнего государства, против Украины. Как следствие этой войны, это экономические трудности, это низкий уровень жизни, это натуральная бедность. Да? Мы много раз уже говорили о том, что экономика Республики Саха находится уже даже не на грани банкротства. Республика Саха, по сути, сегодня банкрот. В этих условиях остаться психически здоровым нормальному человеку очень сложно. Плюс сюда же ухудшение доступа к услугам здравоохранения. Вся экономика российская работает сегодня на войну. В плюсе находятся те сектора, которые работают на военное производство. Все, что связано с войной, все в достаточной мере финансируется. Все остальное финансирование сокращено. Особенно это ударило по образованию и по медицине, к большому сожалению. Недофинансирование не просто медицины, да, а конкретно психиатрической службы. Хроническое недофинансирование. Поэтому, конечно, такие факторы, они будут усиливать психоэмоциональное напряжение у населения. Люди просто, даже те, которые имеют проблемы, они просто не могут получить нормальную помощь. И это не закончится, пока у власти находится Путин, и пока у власти находятся все те, кого Путин назначил на места. Пока идет война, пока Путин у власти, ничего это, поверьте мне, не закончится. Спастись от этого практически невозможно. Единственное, или уехать, или на самом деле, да, уйти во внутреннюю иммиграцию и стараться не участвовать во всем том, что во всем этом мраке, да, который происходит сегодня в России. Вот. Но, к сожалению, такие новости. Ничего не улучшится, денег у государства не прибавится. Вот. Поэтому
очень сложно говорить. И депутаты не помогут. Депутаты не помогут. Все, что решат депутаты, если еще решат, да, потому что у них очень мало инструментов для решения этой проблемы. Все инструменты находятся в руках у Путина и его правительства. Наши депутаты практически ничего не могут сделать. Даже Айсен Николаев, я об Айсене Николаеве вообще ничего не говорю, он вообще ничего не сможет сделать. Вот. Это закончится только тогда, когда Путин уйдет от власти и когда вообще страна поменяется. Я вообще всегда говорю, что когда Республика Саха обретет независимость, нам всем нужна будет всем жителям Республики Саха нужна будет большая программа по восстановлению психического здоровья. Это мое личное мнение. Следующая новость у нас опять же из разряда медицины, из разряда социальной сферы, и она тоже не очень хорошая. Новость про мальчика из Алдана, которого нашли соседи и которого над которым издевались родители. В городе Алдан еще в ноябре нашли мальчика, и то по чистой случайности. Сосед услышал детские крики, которых никто до этого не слышал. Позвонил в полицию. Приехали полицейские, вскрыли дверь и увидели ребенка, который толком не мог сказать, сколько ему лет. В процессе выяснилось, что родители били его, истязали, не кормили, привязывали к батарее. В своем 6-летнем возрасте рост этого мальчика был 98 сантиметров, вес 13 килограммов. У 6-летнего ребенка 13 килограммов. Это вес вообще-то младенца, а не 6-летнего мальчика. Ужаснее то, что младшая сестра этого мальчика тоже оказалась, она в больнице. Родители, насколько мы знаем, были пойманы, они где-то скрывались. Они были пойманы и помещены в следственный изолятор. И на сегодняшний день следствие пытается понять, как вообще это стало возможным, и что делали органы опеки. И в отношении органов опеки тоже возбуждено уголовное дело за бездействие. Давайте подумаем, да? Сейчас на дворе 21 век. Где-то рядом с нами есть дети, которые буквально отрезаны от мира. Дети, которых не кормят. Дети, которых привязывают к батарее. Дети, которые не знают, что такое любовь, не знают, что такое забота. И эти дети, скорее всего, бы не нашли этой заботы, если бы не соседи случайные, да, которые вызвали полицию. Но опять, возвращаясь к первой новости, люди живут в постоянной нужде. Люди живут без перспектив, люди живут без поддержки. И это все создает среду, где происходят эмоциональные срывы, где происходит жестокость такая неимоверная, где насилие становится вообще нормой. Вот, и все это, и бедность в том числе, это огромный фактор риска для детей. Психическое здоровье родителей здесь тоже, конечно же, никому не интересно. В стране, где психиатрия недофинансирование, как мы говорили в прошлой новости, да, встать на учет, значит, получить стигму. У нас психиатрическое лечение считается чем-то позорным, да. Многие родители, многие люди вообще не обращаются за психиатрической помощью, хотя нужно. Я еще раз повторю, вся страна живет в постоянной депрессии, в постоянном психическом напряжении. Вся страна больна буквально, да, психически. Вот, тяжелые депрессии, тяжелые зависимости алкогольные. Да. Агрессия – это тоже как вид психического такого ненормального состояния. Вот. И никто им не помогает. И система не работает. Все это вымещается на самых беззащитных, на детях.
Самое печальное во всем этом, ну, вообще это как следствие, да, государство даже не делает вид, что ему интересно вообще, что это его касается. Власти важнее рассказать про внешних врагов, про НАТО и про Украину, да, чем замечать, что происходит внутри. Деградация общества, да, которую они же и ускоряют своими этими рассказами про внешних врагов. Про внешних врагов вообще рассказывают все. Начиная от воспитателей в детском саду и заканчивая, я не знаю, там Айсеном и сверху еще и Путиным. Они все каждый день говорят буквально про внешних врагов. И, ну, парады, да, парады. Мы впереди планеты всей. У нас развиваются IT-технологии, у нас мы алмазы продаем, мы золото продаем. В общем, мы, в общем, одни из самых передовых республик в России. А вот между тем случаются вот такие случаи, как с этим мальчиком. Вообще, на самом деле, это не случай, это диагноз. Диагноз всей стране. Ну и последняя новость на сегодняшний день – это новость про то, что у нас закрыто очередное предприятие. Давайте посмотрим. В Якутске исчезает последняя местная свинина. Хатасский свинокомплекс закрыт. Мархинская фактически не работает. Фермеры уходят, магазины закрываются. На рынках только привозное китайское мясо сомнительного качества. Собственного производства свинины в республике больше нет. И пока мэр Жека говорит, ничего страшного, предки жили без свинины, Якутия с каждым днем становится беднее. Экономика слабеет, бюджетный кризис, банкротство, сокращение. Республика теряет отрасли одну за другой. Но люди видят, как из наших земель продолжают вывозить ресурсы. Такая ситуация выгодна Кремлю. Республика слабеет, предприятия закрываются, жителей становится меньше, а федеральный центр получает возможность спокойно контролировать территорию и вывозить все ценное напрямую в Москву. Закрытие производств и комбинатов – это очередной показатель того, что происходит с нашей родной землей сегодня. Республика катится вниз, а власти делают вид, что проблемы нет. То, что Айсен Николаев когда-то говорил, ну, это, видимо, шутка, да, была с его стороны. Если это была не шутка, то человек, как я уже выше еще говорила, да, что все психически больны в России, то человек просто психически больной. Нету никакой, не выстроенная никакая логистическая цепочка от производителя до прилавка. Даже до якутского прилавка логистическая цепочка не выстроена. И когда он говорил о том, что мы будем продавать мясо в Китай, то он прекрасно понимал, что никто эту логистическую цепочку строить не будет. Для чего он это все болтал людям? Для чего? Логистика, она в нынешних условиях, она очень дорогая. Да? Дотаций нет. Государство никогда не будет датировать производство свинины в республике Саха. Почему? Потому что государство сегодня воюет. Государству нужно финансировать производство дронов и финансировать школы, которые обучают эти дроны делать, да, или ими управлять. Экономическая политика, она вообще провалена. Рынок не работает. Чиновники делают вид, что все под контролем, но мы же видим, что ничего не под контролем. Вообще, то, что озвучил Айсен Николаев о том, что мы будем продавать свинину в Китай, это вообще абсурд. То, что реально сегодня происходит в России и в республике Саха в частности. Малый, средний бизнес схлопнулся. Крупные предприятия закрылись или еле дышат. У нас в республике Саха. ФАПК Якутия, Саха-Булт, ГУП ЖКХ, много можно еще чего перечислять, да. А у Алросы тоже проблемы. А людям все равно нужно жить. Нужно кормить семьи, нужно платить по счетам. Огромные налоги, бесконечные проверки, новые требования, штрафы, отчетность. Все это убивает желание что-то делать. И в таких условиях люди чаще всего предпочитают, им легче закрывать предприятия, чем их вести, эти свои предприятия.
А без частной инициативы экономика просто умирает. Самые уязвимые республики, такие как наша Республика Саха. Потому что у нас дорогая логистика, потому что у нас тяжелый климат, потому что, вообще у нас условия очень сложные. Себестоимость нашей продукции, она намного выше, чем в центральной России. Если в Москве бизнесу плохо, то в Республике Саха бизнес просто умирает. И государство не предлагает людям выхода из этой ситуации. В других странах, когда наступает кризис, людям дают субсидии, вводят налоговые каникулы, всячески поддерживают предпринимателей, для того, чтобы они оставались на плаву, работали, создавали рабочие места еще, плюс усиливается социальная поддержка населения. У нас же все наоборот происходит. Поддержка минимальная, растет только нагрузка. Поэтому предприятия закрываются. Легче уехать куда-нибудь на вахту заработать, легче поехать на войну даже, чем открыть предприятие и вести его. И вести его еще и прибыльно. Поэтому люди будут выживать. И чем дальше, тем будет хуже. Кризис будет только усиливаться. К сожалению, это так. На этом, пожалуй, сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, это очень нам поможет. Я каждый раз прошу, но там 80% зрителей, почти 90%, смотрят нас без подписки. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии. До скорых встреч, хорошей вам предстоящей недели, продуктивной и спокойной. До свидания.